Добрый день, уважаемые телезрители. На телеканале Якутия-24 новости в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Трагедия в Намском районе. В пожаре погибли женщина и 4 детей. Рыба Якутии-2020 в Якутске. Начала работу ежегодная ярмарка, где проходит и кто участвует. Хабиб Геджи. Любители спорта в ночь с субботы на воскресенье будут смотреть бой в UFC за титул чемпиона мира в легком весе. Трагедия произошла в Намском районе. Случился пожар в двухквартирном жилом доме в селе Крест-Кытыл. На месте происшествия пожарные нашли тела женщины и 4 детей. Есть еще пострадавший мужчина. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание греющего кабеля канализации. Следственный комитет проводит проверку. На место происшествия выехал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия Александр Заболиченко, сотрудники следственно-оперативной группы в составе руководителя Намского межрайонного следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, дознавателей МЧС, а также сотрудников полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашивается мужчина, который остался в живых после возгорания. По данному факту проводится процессуальная проверка. Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти женщины и детей, а также причину возгорания. Дни траура по погибшим при пожаре в селе Крест-Кытыл пройдут с 24 по 26 октября в Намском районе. Руководителям поселений, предприятий и учреждений рекомендовали приостановить все развлекательные мероприятия и передачи в эти траурные дни, а также приспустить в дни траура государственные флаги России и Якутии на территории Намского улуса. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Цитата: «Это огромное горе, настоящая трагедия для семьи, для всех нас. Приношу соболезнования родным и близким. Вся республика разделяет вашу боль и скорбит вместе с вами. Эта трагедия – напоминание всем нам соблюдать все меры безопасности. Я хочу обратить внимание наших граждан на неукоснительное исполнение правил противопожарной безопасности. Берегите себя и своих близких», написал глава республики Айсен Николаев в сети Instagram. На тему трагичного пожара в Госкомитете по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики провели срочное заседание. Председатель Госкомитета Дмитрий Лепчиков отметил, что несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров по республике растет. К сожалению, растет и число погибших. Необходимо усилить пожарно-профилактическую работу с населением в жилом секторе, при этом особое внимание уделить обучению детей мерам и правилам пожарной безопасности, также правилам устройства и эксплуатации электроприборов, подчеркнул Дмитрий Лепчиков. К другим новостям. За сутки в республике выявили 177 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 98. В Балданском, Нюрбинском районах по 10 случаев, Аллайховский район 6 случаев, Намский, Усталданский районы по 5, Нерингринский, Сунтарский, Мегенхангаласский, Хангаласский районы по 4 случая. Летальные исходы 2. За сутки лаборатории республики провели 5851 исследование на коронавирус. В Якутске продолжаются опыты по установке рециркуляторов воздуха в салонах маршрутных автобусов. Так, специалисты IT-парка установили рециркулятор в одном из автобусов и произвели забор воздуха с помощью специального устройства. Ту же процедуру они совершили в автобусе, где рециркулятор не был установлен, чтобы потом сравнить эти данные. Подробнее в сюжете с Аргаланы Неустроевой. Инициатором проекта стали выпускники акселератора B8 компания GRI. По их словам, действуют они исключительно из желания помочь родному городу в это непростое время. Так, стоимость одного устройства на рынке составляет около 17 тысяч. GRI же, в свою очередь, предлагает их по себестоимости. Это в 2 раза дешевле. Наш продукт – это никакое не особое ноу-хау на самом деле. Это обычный рециркулятор, ультрафиолетовый рециркулятор воздуха. В принципе, такие рециркуляторы используются давным-давно. Просто они были особо не нужны, они стояли только в больницах. Но когда появилась пандемия, все поняли, что это нужно развивать. Поэтому у нас появилась возможность ставить в автобусы, в машины, везде, где есть ток 12 вольт.
Слова Петра о том, что их рециркуляторы никакое не ноу-хау, ни что иное, как лукавство. Ведь новые устройства гораздо удобнее и безопаснее предыдущих. Они не ломаются, в них нет ртути, и они не выпускают опасный для сетчатки глаз и кожи ультрафиолет. Осталось лишь доказать эффективность их работы в местах общего пользования. Мы сейчас забирали воздух. Это специальное устройство для забора воздуха именно вот в таких вот проветриваемых больших помещениях. Он засасывает по 50 литров воздуха, и эти чашки будут потом расти, и будем смотреть, там, насколько много органики. Это не говорит о вирусе на самом деле, да? Это говорит, сколько органических тел, то есть там бактерий и так далее. Вирус сам обнаружить там, например, ковид невозможно в воздухе прямо сейчас, таких технологий не существует. Но, скажем так, когда мы понимаем, сколько аэрозоли органической, много или мало, это уже показывает косвенно, много или мало будет этого вируса. Сейчас компания GRI берет пример с крупных технологических компаний страны. В частности, с Яндекса, который же установил рециркуляторы во всех своих такси. В Якутске же всего порядка 600 автобусов. В пробном режиме рециркулятор установлен только в одном. 14 октября в тестовом режиме установили с технопарком бактерицидный рециркулятор воздуха. Вот сегодня в забор взяли. Ждем результатов. Положительный результат будет, то во всех автобусах установим вот эти рециркуляторы воздуха. Польза данного устройства очевидна, даже если не брать во внимание нынешнюю эпидобстановку. Ведь, скорее всего, и после пандемии весь мир ждет совершенно иная культура нахождения в местах общего пользования. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Накануне торжественно открыли проезд по круглогодичной дороге Кабяй. Завершение строительства этой дороги население двух районов Кабяйского и соседнего Горного Улуса ожидало почти 30 лет. За 2 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также за счет денег республики были построены последние 38 километров этой трассы и автомобильный мост протяженностью 106 метров. Об этом историческом событии в репортаже Юлии Михайловой. Совсем недавно поездка в Якутск из села Кабяй могла длиться до 1,5 суток. Теперь время в пути до столицы региона сократилось до 5 часов. Ждал 30 лет, но наконец-то эта дорога завершилась, и мы, жители, особенно старшее поколение, очень рады. И никаких мучений с переправой через реку Тюгене. Мост построили по всем правилам безопасности для движения, как легкового, так и грузового транспорта. Барьерное ограждение, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики. Дорожная одежда сделана методом ресайклинга и с покрытием 15 сантиметров S1. Вот этот тип дорожной одежды он будет удовлетворять несущей способности. Для грузового транспорта, для легкового, естественно, нормальное движение будет. При строительстве дороги возникла проблема отсутствия поблизости камня. Щебень на отсыпку дорожного полотна приходилось везти из Максоголоха. Но со всеми трудностями строители справились. Поздравляю прежде всего коллективы генерального подрядчика, закрытого акционерного общества «Дороги Саха», Мехдорстрой, Кабяй-Дорстрой, Дортранс и других всех, кто участвовал в строительстве этой дороги, такой важной для социально-экономического развития Кабяйского и Горного Улусов. Последние 38 километров построили в рекордно короткие сроки за 2 года. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Свои средства вложила и республика. И сегодня, конечно, прорыв для района, прорыв в целом для этой части нашей республики. Кабяйский Улус, к сожалению, хотя находится в самом центре Якутии, он до сих пор был лишен вот такой круглогодичной транспортного автомобильного сообщения. Сейчас оно появилось, конечно же, это сразу повысит качество жизни людей, повысит более интенсивные экономические связи между районом и остальной частью республики. Теперь жители Кабяйского района смогут вывозить свою продукцию в соседний Горный и в Якутск. А завозить продукты, строительные и другие товары в село Кабяй станет легче и гораздо дешевле. Снизится и стоимость пассажирских перевозок. В планах администрации района развивать туризм. Это даст снижение тарифов на пассажирские перевозки, даст снижение на продовольственные и непродовольственные товары в области торговли. Ну и, конечно же, мы, руководители, смотрим на стратегию развития нашего района. В связи с открытием дороги мы, получается, практически открываем
ворота в Кобяйский район, село Кобяй. Вот, район у нас очень широкий. Вот. Ну и в стратегии мы видим все-таки развитие сельского хозяйства и развитие туризма. Строительство главной трассы для кобяйцев завершилось. В планах начать строительство дорог от села Кобяй до ближайших сел Аргас, Тыя и Чегда. Также власти Якутии планируют начать строительство дороги до села Мукучу. Юлия Михайлова, Иван Яковлев, Георгий Григорьев. Кобяйский район. В Якутии работу психологов объединят в единое окно. Такую концепцию с единым органом управления сегодня предложили сотрудники Центра социальной и психологической поддержки семьи и молодежи правительству республики. Согласно этой концепции, около 1200 психологов, которые заняты по ведомствам и учреждениям, будут работать сообща. Таким образом, население может обратиться за психологической помощью и за поддержкой в единое окно. Если концепцию утвердят, единая форма работы психологов начнется с февраля следующего года. Напомним, данный Центр социальной и психологической поддержки семьи и молодежи работает вот уже 20 лет с 20 филиалами в районах. Концепция представляет собой объединение усилий многих психологов, находящихся в разных ведомствах, под эгидой одного направления, потому что у нас много разных своих трудностей, профессиональных, методических и так далее. Да? Поэтому данная концепция единая позволит нам, всем психологам республики, объединиться и реализовывать гораздо больше, чем... сегодня нужно говорить о психологии развития. В Якутске заработала ежегодная ярмарка «Рыба Якутии-2020». В этом году ее участниками стали около 15 сельхозкооперативов, общин из северных и арктических районов и рыбоперерабатывающие организации из Алайковского, Устьянского, Нижнеколымского и Булунского районов. Все организовано на Комсомольской площади. Там собрались все крупные рыболовецкие хозяйства главных рек республики. Это Колыма, Индигир, Яна, Лена, Оленек и Анабар. А задача ярмарки в этом году – реализовать 44 тонны продукции. В этом году хорошо отработали янская группа рыбаков. И в этом году, конечно, рыба пошла и поленья хорошая рыба. Поэтому в этом году мы выполнили все свои планы вылова рыбы. И, соответственно, у рыбаков настроение очень хорошее. И тем более сегодня ярмарка выходного дня, и реализация идет очень хорошо. Чемпион UFC в легкой весовой категории из России Хабиб Нурмагомедов и американский временный чемпион веса Джастин Гейджи после пресс-конференции в преддверии поединка устроили дуэль взглядов между собой. После этого они обменялись крепким рукопожатием. Напомним, что бой Нурмагомедов-Гейджи состоится в Абу-Даби на Бойцовском острове в рамках турнира UFC 254. Якутские зрители увидят этот бой в ночь с субботы на воскресенье. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе и берегите свое здоровье.